В эфире нашего круглосуточного канала «Россия-24» программа «Вести интервью». На днях в Уфе состоялся 5-й Всемирный Курултай-Башкир. На национальный съезд прибыло свыше 700 делегатов со всей планеты. Чем этот форум отличался от 4 предыдущих, расскажет вновь избранный председатель ВКБ Искандер Юлдашев. Искандер, здравствуйте. Ну и, наверное, вас можно поздравить, да, с этим избранием на общественную должность, что вы теперь председатель исполкома Всемирного Курултая-Башкир. Ну и первый вопрос, конечно, то есть чем отличается теперь, будет отличаться работа Курултая от предыдущих Курултаев, где президиума не было. А на этом Курултае избрали президиум. Спасибо за поздравления. Да, действительно, на 5-м Всемирном Курултае-Башкир был создан новый орган, называется президиум. И, значит, этот президиум, он был создан в соответствии с законодательством, в связи с тем, что теперь в соответствии с законодательством в президиуме могут быть членами, в том числе и руководители государственных органов республики. Это, несомненно, улучшит и эффективнее сделает работу нашей организации. К тому же, как пример, в соборе русских Республики Башкортостан тоже такой орган возглавляет Павел Качкаев. И в Татарстане есть в главной татарской организации такой же орган возглавляет вице-премьер, насколько мне известно. Ну, то есть у исполкома будут рабочие функции, а да. у президиума представительские? Да, у исполкома будут в основном задачи это по воплощению в жизнь решений самого Курултая. У президиума больше общественно-политической работы, представительские и руководящие функции в том числе. И избрание именно председателем этого президиума Эльвиры Ринатовны, естественно, учитывая ее масштаб, будет большим плюсом и на новый уровень выведет работу нашей международной общественной организации. То есть у президиума получается женское лицо, да. Ну, на мой взгляд, женщины гораздо более работоспособные и более представительные, на самом деле, и могут более договорные, скажем так. А все-таки чем отличался сам форум от предыдущих Курултаев? Причем я знаю, что вы были делегатом 2-го, по-моему, Курултая, 3-го Курултая, да? Да, я был делегатом и 2-го, и 3-го Всемирного Курултая-Башкир. Могу сказать, что отличалось многим. Во-первых, это был первый Всемирный Курултай-Башкир, где руководителям было дано такое внимание этому форуму. То есть руководитель республики не только участвовал, так скажем, на самом Курултае, но и участвовал в обсуждениях резолюций секций этого Курултая. И, во-вторых, значит, и сами резолюции секций, и речь Радия Фаритовича, она была содержательной, предметной и более направленной на улучшение жизненных, необходимых практичных моментов жизни народа, а не каких-то, так скажем, вопросов и лозунгов. Ну, то есть ранее руководители республики не ходили, да, на такие мероприятия? Они ходили, но, так скажем, их выступления были не столько содержательными и не столько предметными. Ну, здесь я так поняла, что Ради Хабиров рассуждал как глава региона. То есть он считал, что жизнь Башкир может быть качественно лучше, если все жители Башкирии будут жить качественно лучше. Я же правильно понимаю, что на секциях обсуждались в том числе, допустим, вопросы миграции, то есть которые касаются всех жителей республики, не только Башкир? Конечно, конечно. То есть на этом форуме рассматривались вопросы не только отдельно, так скажем, одного этноса, да, но и вообще всей жизни и, так скажем, быта и устройство общества всей республики. Вот аналитики утверждают, что за последние 5 лет были допущены перекосы в национальной политике, и, так сказать, тот же Курултай всемирный, несколько политизировался, да, и как бы зарабатывал какие-то политические очки, нежели, как вы говорите, решением проблем обычного человека. Вот насколько это правда, и как это изменить, и как можно действительно притянуть на свою сторону тех, кто сейчас радикально настроен? На самом деле, да, значит, были такие упущения у предыдущего руководства. Можно сказать, что они заигрывали с националистами, и к хорошему это, естественно, не приводило.
Нужно сказать, что на сегодняшний день Всемирный Курултай Башкир готов к конструктивному диалогу, конструктивному взаимодействию со всеми конструктивными силами, общественными организациями. А те, кто хайпует ради хайпа, нам с ними не по пути. Ну, может быть, действительно есть какая-то истина в том, что вот молодежь оттолкнули от официального национальной организации, они создают какие-то организации, там, подорганизации, да, и вот представители одной из таких организаций, я так поняла, намеренно устроили провокацию на Курултай, потому что она реально обошла все мессенджеры, то есть потому что эти люди знали заранее, то есть они сами себя снимали со всех сторон, знали, на что они идут. Вот для чего это было сделано и как вы это оцениваете? Это была очевидная провокация. Очевидная провокация. Более того, даже не будучи делегатами Курултая, они имели возможность участвовать в работах секций и через участие в работе в секциях доносить свои предложения. Но они выбрали, эти ребята выбрали другой путь. Их задача была другая, цели их были провокационные. Вот. Поэтому говорить, что на самом деле кто-то их в чем-то ущемлял, это неправда. Но они не были делегатами все-таки, потому что позиционировали себя как делегаты. Нет, они делегатами Курултая не являлись. Это подтверждается протоколами местных Курултаев и списком делегатов, утвержденным исполкомом Всемирного Курултая Башкир. То есть в списках нигде их не было. Но при этом как-то они попали на форум. Это была какая-то провокация. А как вот все-таки работать с такими людьми? То есть они башкиры, они считают, что вот их точка зрения тоже имеет право на жизнь. Вот нынешний Курултай, такой обновленный, с президиумом, с исполкомом, как-то будет работать с такой молодежью? Ну, я еще раз повторюсь, мы призываем, приглашаем и готовы работать с конструктивными людьми и с конструктивной молодежью в том числе. А Ради Хабиров высказал очень много интересных мыслей, которые, кстати, привлекли к этому Курултаю Башкир людей, которые ранее национальной политикой не интересовались. Да, получилось так, что благодаря, ну как скажем, не благодаря, а один из моментов, так скажем, что поспособствовало, вот эта ситуация поспособствовала тому, что людям стало интересно, привлекло внимание общественности. Если раньше некоторые люди не интересовались такими большими форумами, сейчас они увидели, и даже многие башкирские общественные организации, которые, допустим, не придавали внимания или значения к этому форуму, тут были вынуждены признать его статусность. Вот. Также Я так поняла, что конкуренция была большая за мандаты. Да, слишком много народу хотел туда попасть. Это еще подтверждается тем, что была большая конкуренция за мандаты этого международного форума. Да? И такая же конкуренция за мандаты этого Всемирного Курултая Башкир наблюдается, начиная с 95-го года. Да. То есть при каждом Всемирном Курултае Башкир было всегда очень много желающих башкир стать делегатами этого Всемирного Курултая Башкир. И вот как раз-таки эта конкуренция и привела к таким, так скажем, некоторым инцидентам. Ну вот вы говорите, что этот форум отличался тем, что глава республики работал в секциях и в том, ну и выступал, естественно, с хорошей речью, с интересной очень речью, да, потому что она была интересна всем. А получается, государство, когда интересуется вот такими форумами или там влияет на эти форумы, оно правильно делает? Естественно, правильно, потому что многие вопросы, которые поднимает Всемирный Курултай Башкир, без участия, бесплотного участия в реализации его резолюций государственной власти, государственных органов невозможно реализовать. Вот. Многие резолюции, они так и пишутся, то есть именуются конкретно, допустим, парламенту республики, правительству республики. Ну, то есть с этой организацией действительно надо считаться, получается, да, общественной да. организацией. Да, резолюции Всемирного Курултая Башкир носят рекомендательный характер, но тем не менее
органы государственной власти, что у нас в республике, что в других республиках нашей страны, они прислушиваются, носят эти резолюции, декларативный характер, подлежат исполнению в первую очередь исполкомом Всемирного Курултая Башкир. Ну, говорят, что в 2010 году отставка главы региона, тогда президента республики, случилась именно из-за неких эксцессов, произошедших на Курултае Башкир. Да, несомненно. Именно это говорит о том, что нельзя спекулировать на национальном вопросе, когда национальные организации начинают не спекулировать на национальном вопросе, а не заниматься улучшением жизни своего народа, так скажем, бытовыми некоторыми вопросами, которые необходимо решать в образовании, в культуре, да, то приводит к тому, что много становится выступающих, которые выступают больше за лозунги, чем за реализацию реальных программ. И это вот в 2010 году как раз-таки привело к смене руководства, к отставке руководства всей Ну, республики. тогда вы ответили на вопрос, почему государство должно считаться с этой общественной организацией. Да. Если действительно такие серьезные политические последствия могут наступить, естественно, государство будет думать, как это сделать. Но, вот, на мой взгляд, Ради Фаритович сказал несколько таких, вернее, поднял несколько таких табуированных тем, которые раньше не обсуждались вот, ни среди ни башкирского национального населения, ни среди там, обычного населения республики. Первое – это то, что надо, то есть не обязательно человек, который не говорит по-башкирски, не должен не относить к себе башкирам. То есть он призвал, так сказать, всех не разделять башкир на тех, кто говорит и не говорит по-башкирски. Вот это, на ваш взгляд, правильно? Это очень правильно. Учитывая то, что много очень башкир, которые просто не говорят на башкирском. И они, получается, их сами же башкиры часто отсекали и говорили, что мы не с вами, вы не наши. Это было некрасиво, очень Ну, причем некрасиво. я так поняла, что это даже был какой-то научный спор по диалектам, там, вот диалект, допустим, какой-то Я северный. сейчас вот об этом, да, хочу сказать. Кроме того, есть башкиры, которые говорят на башкирском, но не на литературном башкирском. И их тоже, так скажем, некоторые башкиры, которые говорят только на литературном, тоже их, так скажем, отторгали, их не признавали. Естественно, им было обидно, и они записывались, так скажем... Вы позиционеры. Да. Ну, вот. этой башкирской организации. Да, так скажем, да. И, в общем, на самом деле, и исторически уже и научно доказано, что есть много диалектов. За литературный башкирский диалект башкирского языка, за литературный, был принят всего лишь один из диалектов. В советское время это было принято. А до все башкиры говорили на языках, которые сейчас больше-то и похожи на диалекты. В общем, нельзя по языковому такому признаку делить человек является, может он считать себя башкиром или не может. Поэтому вот это вот, так скажем, посыл, вот это высказывание Ради Фаритовича, оно всех очень обрадовало. Ну, я обрадовала и, думаю, отпустила у многих, потому что он сказал, я сам стеснялся, что я не говорил на литературном башкирском. То есть он, признавшись, так сказать, в своем стеснении, он позволил всем остальным, которые не говорят, действительно влиться, так сказать, в эту общественную организацию и чувствовать себя, ну, там, по крайней мере, по праву находящимся. Да. А второй вопрос, у нас просто не так много времени до конца эфира осталось, вот очень интересно. Он сказал, что башкир воспринимают слишком архаично, наездник, джигит там и так далее. Что в этом плохого? Ну, наездник и джигит. То есть какие такие современные должны быть сейчас установки у нового, так сказать, башкира нового времени? Установки должны быть следующие. Башкир должен быть, на мой взгляд, образованным и профессионалом в каком-то своем деле. Пусть это даже, может, не такой престижный, но профессионалом. Кроме того, нужно направить, так скажем, работу в то русло, чтобы башкиры были, стремились быть конкурентоспособными в условиях нашей реалий рыночной экономики, капитализма и глобализации. Иначе нация может ассимилироваться и исчезнуть. Ну, стратегию развития башкирского народа будут разрабатывать лучшие умы, я так поняла, Да. республики, в том числе академики, ученые. Что конкретно должно быть в этой стратегии, на ваш взгляд? В этой стратегии основными направлениями должны быть, вот, так скажем, основным вектором это именно развитие конкурентоспособности каждого отдельного башкира.
чтобы вот он в условиях рыночной экономики, капитализма, в условиях глобализации не затерялся, был конкурентоспособным, чтобы они были, так скажем, признанными каждый в своей области деятельности, профессии. Ну и, наверное, каждый, чтобы гордился, что он башкир, да? Или, по крайней мере, что он живет в этой республике башкирской и тоже может считать себя башкиром, как это разрешил нам делать глава региона. Конечно, В том числе теперь каждый, кто проживает в республике Башкортостан, по своему желанию может быть башкиром. Ну, просто давайте на этой ноте закончим интервью, потому что наше время истекло. Спасибо, что пришли в нашу студию. А я напоминаю, вы смотрели программу «Вести интервью», а у нас в гостях был председатель исполкома Всемирного Курултая Башкир Искандер Юлдашев. Мы с вами прощаемся. До свидания.